Так, ребята, вот такую Хонду Везель мне пригнали сегодня на промывку топливной системы. Сегодня я буду делать промывку топливной системы впервые. На вот такой вот колбе хочу попробовать. Есть у меня вот колба и специальная химия. То есть буду использовать BG. Продукт от BG 210. Вот. 210 будем мыть ей. Две банки. 210Е. Сейчас это санкционка полная. Вот. Стоит такая банка сейчас почти в районе 5000 рублей. Если заказывать. Вот. Ну так, я еще достал старых запасов. В общем, подешевле. Так что вот такие вот дела. Две баночки будем прогонять 210. Форсунки на этом Везеле грязные, забитые. Сейчас я хочу открутить колодцы, зайти туда эндоскопом и посмотрим состояние камеры сгорания. Дальше будем смотреть, отталкиваться от этого. Ну, насколько они грязные, забитые. Будем подключать колбу и будем с помощью колбы промывать все это дело. Подключил я оборудование. Вот такое вот. Это у нас колба. Вот так она выглядит. Туда подал химию. И сейчас у нас моются форсунки. Вот. Обратно бак. В бак подключили мы обратку. То есть по факту у нас сейчас машина работает не на бензине. Она специальной химии. Вот. Струя бензина у нас. Вот такая вот струйка. Хорошая. Ну и можно посмотреть производительность бензонасоса, именно который идет в баке. Ну и все, вот таким вот образом у нас машинка будет сейчас мыться. Нам надо полностью выработать всю химию, которая там есть. Подал я сюда 2 очка почти. Работает на химозе. Я настроил давление. Форсунки у нас моются. Иногда надо делать перегазовку. Посмотрим, какой будет у нас результат после мойки форсунок. Вот такую процедуру надо делать на всех везелях. На автомобилях с системой GDI непосредственного впрыска. Вот. Такие вот дела вот. Моется вот такой вот BG Full Injection System Clean. Хорошая химия. Сейчас санкционочка. Не достанешь просто так ее. Ну, будем надеяться, что эта вещь форсунки помоет у нас. Потом посмотрим, открутим свечи и посмотрим, какие у нас будут, ну, результат именно посадочного места, где форсунки. Ну что могу сказать, что по пропускам уже картина получше стала. Вот, были пропуски, они замерли сейчас. То они росли во втором цилиндре постоянно, а сейчас все, она встала как бы. Ну-ка перегазовочку сделаем. При перегазовочке только расти начинает. Ну, короче, перейдем на топливо и посмотрим, будут у нас пропуски расти, нет. Ну вот смысл аппаратной прочистки это в том, что ты в обход бака сразу подцепляешь ее к рампе, туда получается, сразу к насосу высокого давления, и подается сюда, загружается химоза. Химоза может быть разной, то есть их много, этих химий. Вот. Мы используем BG. Вот. Ну и в принципе как бы можно 2 банки, можно одну прогнать. И все, она получается подает сразу непосредственно в форсунки всю эту химозу и моет вот так вот форсуночки. Отмокают они. И под естественным как бы системой он все это прочищает. Не надо не нарушать форсунки,
там есть уплотнительные кольца, если ты снимаешь форсунки, ты все, ты должен их по идее поменять. Обратно ты их уже не поставишь. Либо ты должен с коробки достать новые форсунки, поставить один раз и все, и забыть. Но опять же ты поставить можешь их и нарушить и все такое. Но если не специалист будет устанавливать. А если специалист, он их поставит как бы грамотно. Вот такую процедуру надо делать почаще, и тогда форсунки болеть не будут вообще. Промываться это все будет на естественной системе, не нарушая. Не надо снимать ни впускной коллектор, ничего, просто подцепился к рампе и помыл форсуночку. Вот это вот идет у него обратка в бак сразу. Вот такая система. Достали с этого, короче, везеля клапан EGR. Тоже чищу. Каналы все грязные. Система рециркуляции газов засранная вся полностью. Сейчас промываем джизокси. Не, он так не будет работать. Ему давка нужна. Он открыться должен под температурой только.